Договориться всегда можно. В Башкортостане набирает обороты институт медиаторства. Обсудим главные направления прямо сейчас вместе с гостем программы «Интервью». Сегодня с нами медиатор Максим Беляев. Максим Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Как вы оцениваете сегодня институт медиаторства в Башкортостане? Насколько активно жители республики прибегают к этому варианту, разрешения конфликтов? В Башкортостане очень активно развивается медиация. Я как член при многих федеральных органах власти, как член-эксперт, могу сказать, что Башкирия в этом плане уникальна. Благодаря грантовой поддержке Фонда президентских грантов и Министерства семьи, труда и социальной защиты, Башкирия единственный регион, где в каждом муниципалитете нами были созданы семейные медиаторы. То есть от Учелов до Нефтекамска, от Янаула до Зианчуры в каждом районе есть человек, который готов помочь решить абсолютно бесплатно для любого жителя республики семейные вопросы, семейные конфликты. А когда говорят семейные конфликты, очень часто у нас складывается впечатление, что это только супружеские конфликты. Это и детско-родительские конфликты, семейные конфликты в себя включают и раздел имущества после смерти человека, и все отношения с родственниками. Поэтому это огромнейший пласт. И еще раз говорю, республика единственный регион в Российской Федерации, где в каждом муниципалитете есть семейный медиатор. Это анонимно? Да, дело в том, что принципы медиации работают на 4 принципах, и один из них звучит как принцип конфиденциальности. Все, что было проведено в процедуре медиации, стало известно медиатору и другим сторонам, остается конфиденциальным. Даже судебным органам, правоохранительным органам мы не имеем права рассказывать о том, о чем там было. Если речь, конечно, не идет о готовящемся какому-то преступлению. Во всех остальных случаях это исключительно конфиденциально. Какие еще 3 принципа? Остальные принципы — это, значит, добровольность, то есть никого заставить нельзя, это исключительная воля сторон прийти. Второй принцип — это, значит, равноправие. Часто бывает так, что стороны изначально неравноправны между собой. Неважно, физические это лица или юридические лица. Медиатор должен все сделать для того, чтобы было равноправие. Но и третье, это самое главное, это сотрудничество сторон. То есть если люди не собираются решить свой вопрос, то это спор изначально не медиабельный, потому что мы, в отличие от судов, от третейских судов, мы всегда работаем с будущим, а не с прошлым. Угу. Максим Анатольевич, мы знаем, что в школах, в образовательных учреждениях сейчас во многих очень часто встречаются такие напряженные ситуации. Мы все это смотрим по СМИ. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, как можно скорректировать ситуацию и какую роль могут сыграть медиаторы? Да, очень актуальный вопрос. Вчера как раз прошло экспертное совещание при Министерстве просвещения Российской Федерации, членом которого я являюсь, и как раз обсуждали все практики, которые у нас сложились на территории России, и планы на будущее. Одно из самых главных, речь идет о том, что мы должны научить наших детей, мы, кстати, в Башкирии это тоже уже делаем на базе Башкирского государственного педагогического университета, научить детей разрешать конфликты. Я всегда задаю вопрос, а вы знаете, одно из самых главных условий было при вступлении в пионерию? Многие начинают говорить про пионерские галстуки, будь готов и так далее. А одно из самых главных условий было научить детей мыть руки. Так конструктивно разрешать конфликты — это тоже навык, который мы должны детей научить. Мы провели огромное большое количество обучений. Мы об этом сегодня, наверное, поговорим, кого мы обучили. Но самое главное — обучить детей. Представляете, 30% времени человек тратит на разрешение конфликта. Насколько дети будут конкурентоспособны, если они эти 30% времени потратят на учебу, на спорт, на танцы, на общение с родителями? Конфликт, жесткие переговоры, с одной стороны, с другой стороны медиация. Как выбрать баланс? Как действовать людям? Совет от вас. Очень правильно поставили вопрос. Почему? Потому что медиация — это и есть переговоры между сторонами при помощи посредника. Мы каждый день вступаем в переговоры с родителями, с супругами, с детьми, с коллегами по работе. Но когда они заходят в тупик, здесь появляется посредник, то бишь медиатор. И по сути, на самом деле, речь идет о том, что когда стороны в переговорах не могут решить свой вопрос, а переговоры — это одна из форм урегулирования конфликта, появляется посредник, независимый, нейтральный, доброжелательный, и все при конфиденциальности. Это и есть и медиация. Угу. Вообще конфликт, насколько негативное влияние оказывает на человека, когда человек находится в этом состоянии эмоциональном даже, что можете отметить? Отметим первое. Во-первых, нормальный человек, психически здоровый человек постоянно находиться в конфликте не может. Это временное состояние, то есть это нужно понимать. Второе, нужно понимать, что конфликт — это индикатор роста. Да, есть понятие насильственные конфликты. Как правило, медиаторы уже с такими не работают. Мы больше работаем на предупреждение, на профилактику, но и на разрешение конфликта. И поэтому мы должны понимать, что любой конфликт — это всегда изменение.
То есть что-то с вами происходит. Даже человеческая кость в течение жизни каждые 7 лет меняется. Что мы говорим про отношения? А отношения в конфликте, они всегда в динамике. Вот как раз медиация – это процедура. То есть это не просто мудрый человек там, с седыми волосами, много проживший, много чего умеющий. Медиатор – это как раз человек, который организует процедуру, благодаря которой можно привести и структурировать конфликт и в итоге урегулировать. И, кстати, большое заблуждение, что медиация разрешает конфликты. Медиация урегулирует конфликты. Привожу простой пример. Когда в суд приходят родители, вот, допустим, по определению общения с ребенком, мы судьи что учим? Мы учим следующее. Иван, вы любите своего сына? Люблю. Мария, вы любите своего сына? Люблю. А я вашего Ильдара совершенно не люблю. Я судья, я выношу законное, справедливое решение. Но оно может не устраивать ни вас, как отца, ни вас, как мать, и тем более ребенка. Выйдите и договоритесь. То есть при том, что родители имеют свойство разводиться, ну это часть нашей жизни, да. Один полюбил другую женщину, другая, но при этом они остаются папой и мамой. А если Бог даст, да, Аллах верса, дай Бог, так они еще будут бабушками и дедушками. Вот о чем надо думать. Вот медиация, поэтому всегда это про будущее и про то, чтобы договориться. Угу. И про спокойствие. Вы работаете с не сотрудниками, с религиозными деятелями, да. Вы обучали и православных священников, и имамов в мечетях. Скажите, пожалуйста, почему это важно? Почему вы обратили на эту сферу внимание? Да, вот на самом деле мы в Башкортостане, опять-таки, еще вот одна изюминка, да, которую мы реализовали. Мы первые пошли по пути обучения религиозных лидеров. Дело в том, что мы очень усиленно работали в области семейной медиации. И когда мы начали разбирать, кому бы народ пошел, кого народ слушает, кого народ уважает, да, и мы выяснили, что уважает священников, как ислама, учитывая, что Республика Башкортостан, это здесь проживают разные этносы, разные конфессии, и имамов, да, то есть священники православной церкви и мусульманские. И мы сначала, это был 19-й год, мы сначала обучили вот все 3 категории, ну а потом, как говорит, молва пошла по России. Вот в этом году я с радостью вот сообщаю, что вчера мы завершили огромнейший курс. 10 регионов, Башкортостан, Татарстан, Адыгея, Ингушетия, Чечня, Дагестан, Подмосковье, Саратовская область, да, вот и, чтобы всех не упомянуть, если вдруг забуду, мы обучили теперь имамов. Эти имамы не просто обучились технологии медиации, они теперь при своих мечетях открывают комнаты примирения. Вот первая у нас была такая комната примирения, открыта в Ишимбае, в соборной мечети, это был 20-й год, и вот эта практика пошла. То есть вот опять Башкирия является пионером в этой области. А сначала мы своих священнослужителей православных обучили, а в этом году на нас вышла Московская область и попросила обучить священнослужителей Видновского округа. И мы обучили их основам медиации, и теперь у них уже при церквах открываются примирительные комнаты, где они помогают людям разрешить спор. За этот год увидели вы эффективность такой процедуры? Увидели, потому что, во-первых, в медиации произошли очень крупнейшие изменения с момента подписания закона. Ему всего 10 лет. То есть это новый институт на самом деле, да? Хотя, конечно же, как институция он существовал давно. Дело в том, что с конца 2019 года внесли поправку в закон о медиации. Теперь любое медиативное соглашение, то есть то, что стороны договорились, после того, как медиатор проведет процедуру медиации, а нотариус это утвердит, этот документ превращается в исполнительный документ. Это типа как исполнительного листа, судебный приказ и так далее. То есть теперь не нужно годами, действительно годами ходить по судам, выяснять между собой отношения. Можно договориться, провести процедуру медиации, нотариус удостоверяет, и ты сразу это решение в случае, если добровольно стороны не исполнят, ты идешь сразу к исполнительным приставам и взыскиваешь. Поэтому медиация, вот 2021 год как раз показал, что она очень востребована, особенно в бизнес-среде, особенно, значит, в отношениях между предпринимательским сообществом. Ну, кстати говоря, мы все знаем, что суды в нашей стране, они буквально завалены делами, и в том числе по бизнес-спорам, да? Как вы думаете, когда и при каких условиях может быть дисбаланс этот исчерпан? Ну, дисбаланс здесь, я скажу, наверное, парадоксальную вещь от того, что я сам юрист по образованию, от того, что я слышу вот среди не студентов, не своих коллег, да, у нас считают, я вам скажу так, в России суды одни из самых дешевых в области судопроизводства. Я привожу очень простой пример. Для того, чтобы взыскать с человека миллиард, вот представьте такую огромную сумму, нужно всего государственная пошлина 200 тысяч рублей. Откуда к нам пришла медиация? Это Штаты, United States, да, в первую очередь. Там иногда, ну, если на наши слова перевести, государственные пошлины, да, доходит до 27%. То есть, представьте, ты треть отдаешь государству, чтобы вернуть свои деньги.
И, конечно же, там медиация родилась как более дешевая и эффективная модель разрешения спора. Но у нас медиация будет развиваться хотя бы потому, что вот сейчас ей дали дополнительный рычаг, то есть медиативное соглашение удостоверено нотариусом, теперь является исполнительным документом. И вот в этом плане ведь можно считать не только деньги, а время потраченное. Давайте посмотрим, среднее разрешение спора в суде это минимум 1,5 года, а как правило 2-3 года. Представляете, вы можете это решить в течение там, 60 дней, вместо того, чтобы бегать там, по 3 года за своим решением. Какие еще изменения можно ожидать в ближайшее время? В ближайшее время я хочу сказать следующее. Сейчас рассматривается новый закон, там несколько версий существует. Речь идет о том, что дело в том, что на самом деле медиатором в России может быть любой человек. Есть понятие просто медиатор, это человек 18 лет и гражданин России. Но есть понятие профессиональный медиатор, это тот, кто может работать с органами государственной власти, с судебной системой, с нотариусами, да? Вот. А там уже есть требования. 25 лет, подготовка повышения квалификации или профпереподготовка, и человек уже может выходить в эту профессию. Неважно, чем он занялся, был ли он ветеринаром, был ли он танцовщиком, да, или там, я не знаю, космическую отрасль закончил. Теперь требования ужесточаются, но пока это только проект. Требования ужесточаются, потому что все-таки мы здесь согласны с мнением правительства. Почему? Потому что человек-медиатор решает человеческую судьбу. Он помогает, точнее, решить конфликт, да, и поэтому он все-таки к нему требования должны быть более серьезные, и вот как раз законодательство идет к тому, что требования к профессии медиатора ужесточаются. Ну, это уже повод обсудить эти изменения в следующий раз во время интервью. Спасибо вам большое. Нашим гостем был сегодня медиатор Максим Беляев. Интересная программа интервью получилась. Не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами. Спасибо.